эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. Торжественное мероприятие, посвященное Дням российской и чувашской печати, состоялось 16 января во Дворце культуры Чувашского государственного университета. Праздник объединил журналистов, издателей, полиграфистов, сотрудников информационных агентств и других работников отрасли. Лучшие получили заслуженные награды и признание коллег. На сегодняшний день в Чувашии зарегистрировано 169 средств массовой информации. Профессиональный праздник не лишне отметить, что юбилей отмечает и первое национальное издание нашей республики. 115 лет печатается газета «Хыпар», которая положила начало чувашской журналистике. Фойе Дворца культуры ЧГУ сегодня особенно многолюдно. Журналистское сообщество обменивается результатами труда за год, встречается с коллегами, однокурсниками, а главное ставит задачи на предстоящее время. Первыми свою признательность представителям прессы выразили депутаты Госдумы. Среди тех, кто получил благодарственность письма от Алены Аршиновой, Николая Малова, Анатолия Аксакова и Леонида Черкесова творчески устремленные и талантливые журналисты, в том числе главный редактор телеканала «ВАТ-студия» нашего города Ирина Константинова. С добрыми словами и пожелав профессионального роста, благодарность вручил депутат Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Аксаков. Константиновой Ирине Витальевной, главному редактору ООО компании «Телефон Плюс», город Канаш. Благодарности депутата Николая Малова удостоилась наша коллега Ирина Андреева, ценный сотрудник редакции газеты «Канаш» и «Канашьень». Ирина Витальевна, сегодня ваш профессиональный праздник, и вы получили награду. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Спасибо за вопрос. На Канашском телевидении я работаю с 2011 года за свою трудовую деятельность. Я так считаю, что набрала опыта. Спасибо моим наставникам, тем людям, которые вели меня в моей профессиональной деятельности. Сегодня из рук Анатолия Аксакова я получила благодарственный адрес, и чему очень рада. Эта награда сподвигает меня делать новые свершения, достигать новые цели. И, пользуясь моментом, я хочу поздравить всех коллег, а главное наших телезрителей, тех людей, которые каждый день с нами и нас смотрят, с этим праздником. Будьте с нами, мы вас любим. Вот сегодня мне вручили благодарственное письмо депутата Государственного совета Российской Федерации Николая Владимировича Малова. Мне очень приятно, очень рада. Я очень благодарна нашему руководителю, главному редактору газеты «Канаш» Людмиле Геннадьевне Шурековой. Она сама профессионал, понимает нашу работу, всегда вдохновляет на новые цели. Сегодня наш праздник, праздник журналистов. Я от всей души поздравляю всех журналистов нашей республики, всей России. Всем желаю здоровья, счастья, успехов в работе, благополучия. Праздничный день, торжественное мероприятие продолжилось на главной сцене. Собравшихся поздравил глава Чувашии Олег Николаев. Я искренне поздравляю с сегодняшним праздником. Желаю нам всем успехов, удачи, здоровья, ну и, конечно же, такого очень творческого настроя на каждый день. Критика, которая звучит из ваших уст, она очень полезна и необходима для того, чтобы своевременно реагировать на те недостатки, которые имеются в нашей жизнедеятельности и в нашей повседневной деятельности. Всем вам успехов, благополучия, ну и самое главное, конечно же, неиссякаемого, постоянного творческого начала. С праздником, дорогие друзья! Юбилейной медали столетия чувашской автономии удостоились также многие коллеги. Добрые пожелания в адрес масс-медиа высказала со сцены исполняющая обязанности министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики Кристина Майнина. Для меня сегодня большая честь поздравить вас с этой сцены, всех, кто причастен к созданию, к распространению информации в Чувашской республике с Днем российской печати и с Днем печати Чувашии. От себя лично я хотела бы пожелать вам крепкого здоровья, вам, вашим семьям, вашим близким. В плане творческого развития, новых высот, новых достижений, новых проектов. Я успела познакомиться со многими лично, с какими-то СМИ я познакомилась только дистанционно. Но тем не менее, хочу сказать, что планка здесь очень высокая. Жители Чувашии, они очень требовательные читатели. Они в современных реалиях ставят перед нами с вами новые задачи, которые, я надеюсь, мы совместно вместе реализуем и достигнем
успеха. Лучшие работники отрасли были отмечены государственными наградами. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» получил Андреев Валерьян, газета «Чебоксарские новости». Сергеев Андрей, издательский дом «Грани». Почетной грамотой Чувашской Республики награждена Портнова Светлана, начальник организационно-правового отдела Мининформполитики Чувашии. Настоящим украшением праздника стало присутствие ветеранов журналистики. В их число входит и Петр Ефимов, много лет проработавший в канадской газете. Приятно получать такую награду из рук назначенного министра нашего нового. Большое вам спасибо. От души поздравляю, как ветеран журналистики, с нашим профессиональным праздником. Желаю всем доброго здоровья. Это самое главное сегодня. Счастья и благополучия. Спасибо. Текущий год насыщен юбилеями. Чувашскому радио исполняется 95 лет, чувашскому телевидению 60 лет. Что же касается нашего города, то канадскому телевидению исполнится 28 лет. Все лучшие традиции журналистики приумножаются. Мы помним историю создания телевидения и ставим перед собой новые цели, отмечает Владимир Тимофеев. Канадское телевидение вносит свои лепты более 27 лет, и в связи с чем мы приглашаем к работе будущих наших коллег, журналистов. Надеемся на отзыв и будем дальше развиваться, освещать то, что происходит в городе, в районе и в масштабах республики. Председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров по традиции озвучил имена победителей ежегодных журналистских премий. Обладателем премии имени Леонида Ильина стал Артемий Мясников, сотрудник редакции Канадской районной газеты. Вручение наград и поздравления в адрес средств массовой информации Чувашии чередовались с концертными номерами в исполнении артистов чувашской эстрады, а также восходящих звезд, студентов Чувашского государственного университета имени Ульянова. Павел Демин, Ирина Константинова, Вести недели. Предупрежден, значит огражден от опасности. Хозяева частных домов города Канаша получили рекомендации по пожарной безопасности от сотрудников МЧС. Специалисты регулярно проводят профилактические рейды для предотвращения несчастных случаев. Об этом подробнее в репортаже Марины Егоровой. Жители частного сектора чаще сталкиваются с опасностью возникновения пожара, чем жители многоквартирных домов, поскольку в банях печное оборудование, а в домах газовые колонки. Кроме того, в старых постройках нередко устаревшая электропроводка. Для хозяев частного дома существуют особые требования пожарной безопасности. Их и проверили сотрудники МЧС города Канаш совместно с представителями городской администрации и работниками МВД. С начала года большой рост пожаров идет. Да, людей. Читаем. Да. Вот мы проводим профилактику по телефону в случае пожара. Все знаем, все знаем. Да. По стационару 01, сейчас в телефоне все у нас 101. Это МЧС присылает. В ходе рейда был проведен инструктаж и розданы памятки по мерам пожарной безопасности. Бани очень часто горят у нас. Посмотрите, чтобы расстояние от стены до бани было соответствующее. Расстояние должно быть большое. Да? Если темнеет обшивка стены, да, или сами бревна вокруг печи темнеют, это уже стоит задуматься. Проводимые профилактические мероприятия, такие как сегодня, направлены на предупреждение населения об опасности, к которым могут привести пожары. Не зря говорят, предупрежден, значит вооружен. Поэтому в ходе профилактических рейдов призываем граждан, жителей Канаша, Канашского района, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Также в этом рейде приняли участие волонтеры. С одним из них нам и удалось пообщаться. Наш клуб существует в городе Канаш с 2012 года. И цель создания этого клуба и нас, членов этого клуба, это помогать пожарным в профилактике пожарной безопасности среди населения города Канаш и Канашского района. А также мы занимаемся профилактикой пожарной безопасности среди малых граждан нашего города. Проводим беседы с ними, игры, конкурсы различные. Считаем, что это важно проводить и участвовать в подобных мероприятиях. В республике наблюдается отрицательная динамика с пожарами и их последствиями. Если в начале 2020 года было зарегистрировано 33 пожара, на этот же период 2021 года статистика насчитывает уже 36, а это на 9% больше. Наблюдается увеличение количества погибших на пожарах в 7 раз. 14 погибших уже в этом году. В 2020 году было всего 2. В городе Канаш с начала 2021 года произошел 1 пожар. Погиб 1 человек.
Подавляющее количество пожаров в республике у нас происходит по электротехническим причинам или эти причины связаны с печным отоплением. Сюда можно отнести как неправильную эксплуатацию электротехнического печного оборудования, либо нарушение правил самого монтажа того же электрооборудования и печного отопления. Также частые пожары происходят по неосторожному обращению с огнем. Сюда относится и неосторожность при курении. В ходе рейда особое внимание было уделено многодетным малоимущим семьям. В их домах сотрудники МЧС произвели проверку отопительных систем и попросили придерживаться техники пожарной безопасности, так как с начала этого года в числе погибших в пожаре большое количество детей. Уважаемые граждане Канаша и Канашского района, напоминаем вам то, что соблюдение требований пожарной безопасности – залог сохранности вашей жизни и вашего имущества. В России началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Вакцинироваться или нет, каждый решает сам. А вот о том, сколько вакцин поступило в республику, как правильно записаться на вакцинацию, а главное, есть ли побочные эффекты, в нашем репортаже. С ноября месяца и по сегодняшний день в республику поступило уже более 4000 доз вакцины. Всего для массовой вакцинации в республике оборудовали 33 пункта в 27 медицинских организациях. Первый этап вакцинации прошло более 500 медицинских работников, педагогов и социальных работников Чувашии. Второй этап в самом разгаре. С сегодняшнего дня объявлена массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции COVID-19. У нас уже есть опыт вакцинирования. В декабре-январе мы провакцинировали 120 жителей города Канаш. Никаких осложнений у них не было. Перед вакцинацией мы осматриваем. Больной пациент оформляет добровольное согласие, заполняет анкету. Вакцинация проводится в процедурном кабинете, 119-м кабинете. После вакцинирования больной находится в течение 30 минут под наблюдением врача. Все это проходило очень строго. Второй компонент вакцины вводится через 21 день. Тоже так же все серьезно, с осмотром, с оформлением согласия, с анкетированием. Никаких побочных эффектов на второе введение вакцины мы тоже не зафиксировали. С 2021 года все желающие могут записаться на вакцинацию через единую горячую линию по номеру 122, через портал госуслуг, либо по телефону регистратуры поликлиники. Для записи необходимо указать фамилию, имя и отчество, адрес проживания, либо адрес, по которому пациент прикреплен к поликлинике, и свой контактный телефон. Мое мнение, и сам думаю, надо, конечно, вакцинироваться, защитить свой организм от этого опасного вируса. И в прошлом веке сколько было всяких заразных вирусов. Всегда медицина, думаю, помогала и поможет. Но мой совет, конечно, и желание вакцинироваться. У каждого, кто привился, на сайте госуслуг в личном кабинете появляется информация о вакцинации. Отметим, что прививка от COVID-19 будет проводиться на добровольной основе и бесплатно. Перед прививкой необходима консультация и осмотр врача. В течение года должны будем привить 60% нашего населения города Канаш. Я вас всех призываю к вакцинации. Павел Демин, Ирина Константинова, Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч. Магазин «Светофор» уже готов встречать дорогих гостей. Здесь есть все для оформления праздничного стола. Мясная, сырная продукция, сотни ингредиентов для салатов, соки, бакалея, сладости. Бережливые хозяйки не переплачивают, а совершают выгодные покупки в магазине «Светофор». Также для вас представлен большой ассортимент текстильной продукции, бытовой химии от известных брендов, детские игрушки, посуда и многое-многое другое. Пришел в магазин купить средства для того, чтобы открутить гайку в машине, заржавела. И вот хорошее недорогое средство нашего магазина «Светофоре». Приходите в магазин «Светофор», здесь все есть и даже больше. Среди посетителей магазина есть традиция закупаться впрок. Так и деньги экономятся, да и времени для близких остается больше. Покупаю для птицы корма и
Для мытья посуды стиральные порошки дешевые. В сравнении с другими магазинами всегда мне нравится сюда приехать и покупать, потому дешевые. Дешевле и по моим карманам. Канашцы и гости города давно облюбовали светофор. Их полные тележки красноречивее любых слов. В магазины «Светофор» напрямую от производителей поступает товар. Поэтому мы можем предлагать очень доступные цены для населения, чтобы покупки стали выгоднее. Также на постоянной основе мы предлагаем акции, чтобы разнообразить ваши покупки. Мы учитываем спрос населения, поэтому ассортимент магазина на постоянной основе обновляем и пополняем, чтобы покупки стали еще интереснее. Я захожу почти каждый день после работы, а сегодня выходной, собралась с дочкой. Очень нравится, цены не такие дорогие, на выбор все есть. Стоит отметить, что вся продукция в магазине самая свежая. Поступивший товар сразу же выкладывается на полке, а не залеживается на складах. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Будем рады вас видеть. Ждем вас за выгодными покупками. Свинина 1 килограмм 179,90, масло сливочное 82,5%, за 500 грамм 102 рубля 90 копеек.